В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящей пятницы. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Почти 3000 жителей Дальнего Востока уже подали заявки на льготную дальневосточную ипотеку. В аэропорты страны возвращают курилки. Депутаты Госдумы приняли поправки в закон. Число заболевших корью в Якутии растет. Минздрав напоминает о необходимости прививок. Снюс и аналог на прилавках магазинов в Нерюнгри. Местные наркологи бьют тревогу. НВК «Саха» получила премию «Звезда Дальнего Востока» в номинации «Открытость». Награду вручил дальневосточный полпред. Аномальное потепление в Мирном. Жители города выходные проведут активно, отдыхая на улице. На горячую линию программы «Дальневосточная ипотека» за первые 2 дня выдачи льготных кредитов поступило более 2600 обращений. Около половины всех вопросов касаются уточнения условий программы и адресов банков, где предоставляются льготные кредиты. Треть от всех звонков приходится на уточнение критериев категории молодых семей, остальные условия привлечения средств для строительства и возможности рефинансирования уже имеющихся кредитов. Напомню, что ипотека по 2% годовых предоставляется на срок до 20 лет, первоначальный взнос 20%. Получателями дальневосточной ипотеки могут стать молодые семьи, а также получатели земли по программе «Дальневосточный гектар». Кредит можно взять на приобретение квартиры на первичном рынке в городах Дальнего Востока, а также на вторичном рынке в сельской местности. Кроме того, можно привлечь деньги на строительство дома как для получателей земли по программе «Дальневосточный гектар», так и получателям кредитов в категории «Молодые семьи». Стандарты, регламентирующие строительство на северных территориях, пора менять. Об этом говорили в ходе рабочей встречи представители Минарктики Якутии и замминистра Востокразвития России Александр Крутиков. Профильные министерства договорились о разработке проекта типовых построек в Арктике. При этом стороны согласились с тем, что назрела необходимость пересмотра нормативов при строительстве жилых домов и соцобъектов с учетом арктических условий, а именно отсутствие необходимой инфраструктуры, транспортной и строительной техники. При этом на встрече отметили, что новые технологии и умные решения позволят добиться улучшения качества жилья и обеспечат быстровозводимость построек. Под эгидой Минвостокразвития в ближайшее время будет создана рабочая группа. Комплексное строительство объектов в Арктике пройдет поэтапно. Сначала объявлен конкурс, а затем дальнейшая реализация. Привлечем проектные институты, которые смогли бы поучаствовать в конкурсе типовых проектов для Арктики. А тут речь идет о том, чтобы мы строили энергоэффективное жилье и социально-культурные объекты. Постараемся как можно быстрее, в первом квартале, чтобы этот конкурс был инициирован, проведен и какие-то первые итоги его, для того, чтобы уже начать реализовывать, появились. В Москве завершилась деловая программа «Дней Дальнего Востока». Завершилась она подписанием 4-стороннего соглашения о реализации социально значимого проекта по строительству жилого квартала в Нерюнгри. Компания «Колмар» берет на себя финансовые обязательства по строительству комплекса на 2000 квартир, а будущие жильцы смогут воспользоваться дальневосточной ипотекой под 2% годовых. Федеральные и региональные власти обещают оказать инфраструктурную поддержку, а правительство республики будет софинансировать проектирование и строительство социальной и инженерной инфраструктуры квартала в рамках госпрограмм. Новоселье жильцы нового квартала должны отметить до 2022 года. Благодаря компании «Колмар» у нас сегодня Нерюнгринский район в целом, и город Нерюнгри в частности, и Чульман, они получили новое дыхание, новое развитие. Сейчас идет активнейшее промышленное развитие компании, и требуется много новых рабочих профессий, много людей приезжает сюда, к нам в Якутию. И для того, чтобы обеспечить их качественным жильем, необходимо принимать решения по строительству, новому строительству. И в рамках масштабного инвестиционного проекта, который инициировал «Колмар», поддержала правительство республики, будет строиться новый жилой квартал в Нерюнгри. Конечно же, он должен стать современным, благоустроенным, красивым. Благодаря этому появится у работников предприятия возможность жить в комфортабельных домах. У предприятия появится возможность предоставить этим людям комфортабельные дома и привлечь туда своих работников.
У банка появится возможность выдать под все это кредиты как компании, так и непосредственно с самим работникам и другим жителям Республики Саха-Якутия. Мы запустили программу «Дальневосточная ипотека под 2%». Соответственно, Газпромбанк в ближайшее время должен подключиться к этой программе. Полюс Алдан выполнил годовой план по производству золота, достигнув показателей, значительно превышающих результаты прошлых лет. Увеличению объемов способствовал стабильный рост производительности более чем на 50% за последние 4,5 года. Менеджмент компании говорит о том, что это стало возможным благодаря обновлению оборудования более чем на 70%. В результате переработка, например, на Куранакской золотоизвлекательной фабрике составила в 2018 году более 5,4 миллионов тонн руды в год, хотя еще в 2015 году этот показатель был на уровне 3,8 миллионов тонн. В Якутске состоялся итоговый конгресс предпринимателей республики. На нем приняли участие десятки бизнесменов, как начинающих, так и опытных. На мероприятии побывал и наш корреспондент Юрий Осипов. Алла занимается бизнесом уже около 5 лет. Изначально заняла свободную нишу в гостиничном деле, но с тех пор постоянно развивает свое детище. Благодаря акселерационной программе, которой я обучилась, я почувствовала в себе силы для дальнейшего развития своего бизнеса. И почувствовала, что ведется очень большая работа по поддержке предпринимательства. Бизнес-школа республики запустила в этом году акселерационный проект. Для начинающих и уже работающих предпринимателей были разработаны специальные программы. Мы можем сказать, что все получилось, потому что практически каждый четвертый, кто пришел к нам в качестве физического лица, открыл свое дело. То есть так или иначе сделали первые шаги в бизнесе. А те, кто пришел к нам, будучи предпринимателем, они сохранили статус предпринимателя, не закрыли свое дело, и каждый второй расширил свой бизнес. В рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства» за 2019 год вовлечено около 3500 человек и создано 60 новых субъектов бизнеса. Итоговый конгресс предпринимателей стал заключительным мероприятием проекта в этом году. На нем грамоты и благодарности получили предприниматели и партнеры проекта, внесшие наиболее ощутимый вклад в его реализацию. На сегодня именно этот проект набрал очень хороший, скажем, масштаб, и наши предприниматели довольны этим проектом, что они прошли обучение, и дальнейшее идут сопровождение этого бизнеса. Проект помогает не только взрослым людям начать свое дело, но и уже со школьной скамьи начать постигать азы предпринимательства. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Якутск. В Якутске в стенах Республиканского техникума-интерната профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов прошел первый конкурс профмастерства молодых парикмахеров «Way to Beauty». Задачей юных специалистов было собрать целостный образ, подготовить аксессуары, макияж и даже костюмы. Подробности вы узнаете в сюжете с Аргаланой Неустроевой. Настоящий фестиваль красоты. Молодые мастера воплотили в моделях все свое мастерство и чувство стиля. На то, чтобы продемонстрировать результат работ, участникам конкурса дали 1,5 часа, но некоторые управились даже раньше. Я сейчас участвую с командой. У нас команда Саха-Якутского лицея, и сейчас мы нацелены на номинацию, скорее, дизайнерский. Да, дизайн. Моя прическа называется «Зимняя пурга», и я использовала технику локоны, и главная фишка – это объем. Всего в конкурсе участвовало 9 ребят по 3 команды. Как признаются организаторы проекта, это лишь начало. В их планах сделать конкурс ежегодным событием и увеличить число участников. Однако не это главная цель проекта. Основная задача – подготовить конкурентоспособных мастеров для участия во всероссийском общественном движении WorldSkills. Это такой вид искусства парикмахерское, который не стоит на месте. Из года в год оно становится очень популярным среди нашей молодежи. И, конечно, самая сегодня одна из востребованных профессий, которая необходима каждому человеку, каждому жителю. Участники конкурса представили работы в 6 номинациях в рамках темы «Зимняя фантазия». И здесь они проявили всю свою находчивость. Необходимо было отойти от традиционных представлений об образе зимы. Модели молодых парикмахеров зрители финального показа приветствовали возгласами «Браво» и громкими аплодисментами. Очень хороший, высокий уровень показали. Много талантливых, очень интересных работ. Поэтому было достаточно сложно все это
выявить лидера было очень сложно. Есть некоторые безусловные лидеры, сейчас мы, конечно, постарались их отметить. Для тех, кто пришел поболеть за участников, также проводились мастер-классы по парикмахерскому искусству, нанесению профессионального макияжа и наращиванию ресниц. Также гостей конкурса угостили выпечкой учащихся техникума по специальности повар. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. А сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале Якутия-24. Число заболевших корью в Якутии растет. Минздрав напоминает о необходимости прививок. СНЮС и аналоги на прилавках магазинов в Нерюнгри местные наркологи бьют тревогу. НВК «Саха» получила премию «Звезда Дальнего Востока» в номинации «Открытость». Награду вручил дальневосточный полпред. Аномальное потепление в Мирном. Жители города выходные проведут активно, отдыхая на улице. В эфире Якутия-24 мы продолжаем наш выпуск. В Якутии число заболевших корью увеличилось до 16 человек. Ситуация находится на особом контроле управления Роспотребнадзора. И вот как нашему телеканалу комментирует ситуацию министр здравоохранения республики Елена Борисова. Круг будет еще расширяться. Это контакт. Это как ОРВИ. Один раз чихнул, 10 человек заболело. Самый действенный способ – это вакцинация. А больше ничего не будет предприниматься? Там вот карантин? Карантины объявляют сами организации. И карантины объявляем не мы, Росздравнадзор. У нас целый план разработан мероприятий. Только взрослые. Это те люди, которые в свое время отказались от прививок, или родители их отказались, потому что в основном это молодые люди. Либо их родители отказались привить своего ребенка. И вот результат. Госдума вернула курилки в аэропорты. Депутаты в третьем окончательном чтении приняли соответствующий закон. Согласно документу, места для курения могут быть оборудованы в зонах для пассажиров, уже прошедших регистрацию и предполетный досмотр, а также в зонах для транзитных пассажиров. Причем это должно быть изолированные, оборудованные хорошей вентиляцией комнаты. Возможность наблюдения за курящими из других помещений должна быть исключена. Таким образом, снимается действующий уже почти 6 лет запрет на курение в зданиях аэропортов. Сейчас курить можно только на расстоянии не менее 15 метров от здания. А нерюнгринские врачи-наркологи бьют тревогу. На прилавках магазинов южной столицы появился никотиносодержащий продукт – бестабачный аналог снюса, который набирает популярность у подростков. Все подробности в материале Сергея Козюра. Силами правоохранителей и Роспотребнадзора в Нерюнгри прошел рейд, в ходе которого было досмотрено 14 торговых точек. Было изъято из оборота 186 упаковок никотин-содержащего продукта. Так как в данном веществе нет табака, то оно не попадает под действующий закон, и производители пользуются такой образовавшейся брешью в российском законодательстве. Такая продукция, она не регламентируется ни законом о табакокурении. Если снюс, то есть табакосодержащая продукция по определению данного закона, он полностью запрещен для реализации, для оборота в Российской Федерации частью 8 статьи 19 данного закона, то вот эта продукция, которая табака напрямую не содержит, а содержит только вытяжку никотина, либо химический никотин чистый, она уже под определение данного закона не подпадает. Соответственно, ее реализация на территории Российской Федерации не запрещена. Первыми тревогу забила общественность после того, как в сети интернета появился видеоролик про новосибирского подростка, находящегося под воздействием данного продукта. На сегодняшний день в Нерюнгринский наркологический диспансер с подозрением на отравление данной смесью подростков обратилось 3 семьи. Это никотиновые смеси, которые оказывают пагубное воздействие, потенциально опасны для здоровья детей и подростков. Тем более психика детей не сформирована. Приносят пагубное воздействие, прежде всего, это слизистая полость рта, на желудочно-кишечный тракт с повышенной кислотностью. Но самое главное – это воздействие на центральную нервную систему, вплоть до провоцирования различных судорог и на дыхательный центр до остановки дыхания. И нарушение психической деятельности. Это нарушение поведения, повышенное настроение и плюс сексуальная расторможенность. Пока будет принято решение на законодательном уровне, родителям необходимо быть бдительнее по отношению к своим детям. Сергей Козюра, Вадим Барашков, Нерюнгри.
Волонтеры Якутии собрались на второй республиканский образовательный форум «Территория добра-2019». В течение 2 дней волонтеры из разных уголков региона, а это более 150 добровольцев, участвуют в форсайт-сессиях, встречаются с интересными людьми и слушают лекции на разные темы. Кроме этого, организована выставка волонтерских организаций, презентация лучших практик добровольчества в муниципальных районах. Форум проходит в рамках Международного дня волонтера, который ежегодно отмечается 5 декабря. На прошлой неделе делегация из Республики Саха-Якутия в составе 15 делегатов побывали на Международном форуме добровольцев. Он собрал более 6 тысяч участников со всех уголков, со всех регионов России и 150 стран участниц. Собрались все волонтеры. Для нас была подготовлена образовательная и полезная программа. И мы сегодня проводим наш региональный республиканский форум для добровольцев «Территорию добра». А мы, получается, здесь транслируем опыт, который получили в том форуме. НВК «Саха» получила премию «Звезда Дальнего Востока» в номинации «Открытость». Награду генеральному директору телеканала Олегу Маркову вручил полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. По итогам этого года НВК «Саха» занимает 1-е место по телепросмотрам среди всех региональных каналов. В своем аккаунте в соцсетях он выразил благодарность всем телезрителям и коллективу компании. Книга памяти «Авиаторы Якутии в годы войны». Именно так называется новая книга Ивана Нигенбля, презентация которой прошла в Якутске в библиотеке «Созвездие». В этой книге собраны самые видные авиаторы, которые внесли свой вклад в развитие, в Великую Победу. История о летчиках, которые воевали на фронте, а после демобилизации вернулись в Якутию и продолжили работать в авиации республики. А также о тех, кто работал на перегоночной трассе Аляска-Сибирь в годы войны. В книгу включены биографии более 500 авиаторов. Очень ценно то, что удалось найти больше 300 портретов этих авиаторов. Это была проведена большая работа в архиве Министерства обороны, где имеется картотека летного состава, офицерского состава. И там имеются портреты. Фактически это люди, поднятые из небытия. В Ленске редкий ценный экспонат хранится не на витрине музея, а в стенах школы номер 2. Ценен он не только своей исторической значимостью, но и тем, что добыт самостоятельно учениками и учителем второй школы. Об истории фюзеляжа военного американского самолета времен Великой Отечественной войны, не добравшегося до Второго фронта путем воздушного коридора Аляска-Сибирь, в материале Анны Кожевниковой. 22 июня 2010 года в сквере нашей школы торжественно был открыт памятник летчикам, погибшим на трассе Аляска-Сибирь. Проект памятника школе подарил ленский художник Сталик Владимир Ильич. А появился памятник военному летчику, вошедший в перечень памятников Ленского района, именно во дворе школы номер 2. Не случайно. Это один из результатов работы школьного музея. Возведению монумента предшествовало появление фюзеляжа военного самолета. Он попал к нам благодаря экспедиции в 2005 году, которую возглавляла Светлана Равильевна-Боровик, заместитель директора по воспитательной работе. Ребята в 2005 году, это было 60 лет со дня Великой Победы, фактически тоже совершили подвиг. Потому что они поднялись по реке Лени в Верховье, зашли в тайгу, отыскали обломки этого самолета и вынесли, а потом и вывезли его в нашу школу. Как рассказывают юные экскурсоводы, дотронувшись до этого экспоната, вы соприкасаетесь с тем трудным временем Великой Отечественной, когда был открыт воздушный коридор Аляска-Сибирь, 44 самолета не прибыли на Второй фронт. Якутские морозы навсегда сохранили их в тайге, оставив подвиг летчиков бессмертным на века. Помимо экспонатов военного времени, российской истории и технологического прогресса, в школьном музее созданы макеты изб русской и якутской. В этом балагане собраны все предметы быта, которыми пользовались якуты в древнее время. А за каждый раздел музея отвечает закрепленный за ним ученик. Я отвечаю за экспонат, техника на службе человека. Каждый человек отвечает за отдельную тему.
Ну, например, мне больше всего нравится, мне больше нравится самовар начала 20 века. Это самовар охотника Узьмина. Он с ним ходил на охоту зимой, он там делал себе чай, и потом весной он относил его обратно. Изучать историю посредством ее живых, пусть и молчаливых свидетелей, куда интереснее, чем по книжкам. К тому же каждый скол, каждая трещина на орудиях, предметах быта или утвари говорит красноречивее фраз из учебника. Помимо знаний школьники приобретают и другие навыки, занимаясь в музее. Меня привлекает то, что можешь делиться некоторой информацией, проводить экскурсии, как перед маленькими, так и перед взрослыми людьми. Это очень интересно. А его бессменный руководитель и создатель Евгения Инешина. Евгения Степановна, она хороший человек, она мне помогает. Мне понравилось. Она раньше у нас вела урок историков, и меня это заинтересовало. Я сам добровольно согласился пойти в экскурсоводы. К десятилетию музея школьники подготовили познавательную экскурсию для гостей, а они, в свою очередь, оказались благодарными слушателями. Да, я в этом музее первый раз, да, очень даже удивился, что здесь есть такие экспонаты, как, например, немецкий, футляр для противогаза. Смотрю, там гранаты всякие разные, мины вот есть, да. Это очень даже хорошо, что в таком музее есть. Но, правда, я не вижу оружия старого. Да. Но, наверное, со временем будет оружие. Много фотографий учителей, учеников, которые прославляли эту школу. За 10 лет ученики второй школы собрали около 550 экспонатов, не считая различных значков. Но главное не это, а то, что деятельность музея направлена на патриотическое и гражданское воспитание учеников. Анна Кожевникова, Денис Семенов, Ленск. Владение Деда Мороза начинает свою работу в Якутске. Дом Деда Мороза расположился в этнокомплексе «Усадьба Атласовых». Сегодня в гостях у главного зимнего волшебника побывали ребята с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы повидаться с Дедом Морозом, вовсе не обязательно отправляться за 1000 километров. В этом сегодня убедился 9-летний Слава Олейник. У него эмоций масса прямо с порога. Мальчик уже успел загадать свое желание. Хочу, чтобы вышел какой-нибудь новый фильм интересные. Мне понравилось то, что такая елка большая, подарков много. У меня костюм Дракулы. В большом 12-гранном доме детей встретили Снегурочка, Дед Мороз и его друзья. Ребята перевоплотились в помощников Деда Мороза и даже сами смастерили деревянные игрушки. Очень хорошо придумали то, что рисовать вот это вот. Дети как-то отвлекаются, где-то они общаются. Вообще очень хорошо и очень все здорово. Не обошлось и без танцев, хоровода и светового шоу. Ребята воочию увидели, как живет Дедушка Мороз. Дом Деда Мороза – это действительно сказка. Здесь можно похозяйничать в спальне дедушки, поделиться с ним своими секретами, написать ему письмо и передать лично в руки. Ребята ждали встречи с главным зимним волшебником, позаботились о костюмах, подготовили стихи, песни. И дедушка не остался в долгу, вручил всем подарки. Роль главного волшебника исполнил Сергей Егоров. Это его первое перевоплощение в главного зимнего волшебника. Я вообще сам по себе творческий человек. Да и дарить детям радость, это же прекрасно, замечательно. Еще раз поздравляю всех в Новом году с Новым годом. Счастья, здоровья вам. Дом Деда Мороза заработал в этом году. Организаторы постарались, чтобы малыши получили массу впечатлений, которых хватит на целый год. У нас есть уникальное предложение «Обед с Дедом Морозом», где каждый ребенок может покушать, пообедать с Дедом Морозом, а Снегурочка нам будет рассказывать, как себя вести за столом. До Нового года в гости к Деду Морозу пригласят ребятишек из разных организаций. Двери его дома открыты до 14 января. Так что поверить в чудо сможет не один десяток детей. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. По прогнозам синоптиков, на предстоящие выходные в Мирном ожидается аномальное потепление. Температура воздуха повысится до -6 градусов. В связи с этим наша съемочная группа решила узнать о том, где и как можно провести активный семейный отдых. Подробности в материале Марфирины Алексеевой. Нельзя не воспользоваться таким редким для Якутии потеплением. У горожан наконец появилась потрясающая возможность провести активные выходные на горнолыжной базе «Алмазная долина». База находится всего в 10 километрах от города. Но, очутившись на месте, так и не подумаешь, прекрасный первозданный пейзаж переносит далеко в горы.
Спортивно-оздоровительный комплекс «Алмазная долина» работает все дни недели, кроме понедельника и вторника. На выходных рабочие часы увеличиваются с 10 утра до 7 вечера. Развлечения по душе здесь найдется всем без исключения. Комплекс предусматривает такие услуги, как прокат сноубордов, горных лыж, детских снегоходов и надувных тюбингов, в народе называемых ватрушки. Также вскоре появится прокат беговых лыж. Крайние 3-4 года уже молодежь делает акцент на сноуборд, то есть им по душе более этот вид спорта, нежели уже горные лыжи. Горные лыжи предпочитает взрослое население. Длина горнолыжной трассы составляет более 400 метров. Также есть невысокий детский склон. Средний чек, рассчитанный на 4-часовое катание на сноуборде и лыжах, для взрослого человека составляет около 2000 рублей. Детский ровно наполовину меньше. Но существует и бюджетный вариант, ведь покататься с горки можно и на своих приспособлениях. Для безопасного катания отдыхающих трассу расчищают и подготавливают ежедневно. Успели проделать необходимую работу и заготовить искусственный снег. Вы видели склоны, это все сделано на 90% из искусственного снега. Для поддержания склонов проводятся работы на так называемых ротраках, снегоуплотнительные машины, которые выравнивают, уплотняют, фрезеруют снег. С разрешения администратора на территории комплекса можно воспользоваться мангалом и барбекю. Также посетители могут принести еду с собой. Для этого отведено теплое помещение, точка питания. С января следующего года будут предоставляться услуги инструкторов. Они будут обучать всех желающих кататься на сноуборде и горных лыжах. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. На этом пока все. Не переключайтесь.